аграрном техникуме 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» открывают лезгинкой. Площадку для конкурсантов подготовили в кабинете анатомии и физиологии животных. Также привезли все необходимое оборудование. Кошка Маркиза немного нервничает на приеме у ветеринара, впрочем, как и любой пациент у врача. Ахмед Балхаев это понимает и осматривает животное очень осторожно, стараясь не напугать. Проводит диагностическое обследование и заполняет историю болезни. Будущий ветеринар только на 2-м курсе и проводит обследование животного на практике впервые. Ему в помощь теория, которую он внимательно изучал. Специалист заключает: Маркиза здорова. Дыхание нормализованное, никаких изменений у него не наблюдается. Сердцебиение у него нормальное, пульс 40 ударов в минуту, а дыхание 20 движений в минуту. Вполне здоровый кот, никаких изменений, отклонений или подозрений на заболевание у него не наблюдается. Этот чемпионат для участников – возможность приобрести новые знания и опыт. В нем принимают участие лучшие студенты аграрного техникума. Конкурсантам необходимо выполнить задания по микробиологии, провести ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и сырья животного происхождения, а также решение профессиональных задач, таких как клинический осмотр мелкого и крупного рогатого скота, вплоть до ультразвукового исследования брюшной полости. За каждым студентом закреплен свой эксперт, который работал с ним. Первые занятия мы проводили со всеми вместе, общие, а потом уже индивидуально каждый эксперт занимался со своим участником. Этот чемпионат можно назвать не только чемпионатом участников, но и соревновательным чемпионатом экспертов, потому что каждый из них здесь на площадке видит своего студента. При оценке задания учитывается множество критериев. В каждом испытании можно набрать от 5 до 15 баллов. В зависимости от сложности задания выделяется от 30 до 100 минут времени. За выполнением следит эксперт из Татарстана, преподаватель Казанского аграрного техникума. Чемпионат здесь организован на достойном российском уровне, то есть ребята выполняют те же самые задания, что и в любых других регионах Российской Федерации, по тем же самым экспертным листам. То есть критерии оценки к ним применяются те же самые, рабочие места те же самые, задания те же самые. Мадина Катиева сейчас работает над овоскопированием яиц. Таким образом определяется качество и свежесть продукта для дальнейшего потребления. В этом ей помогает специальное оборудование. В результате удалось выявить несколько пороков. Некоторые яйца пустили к утилизации, потому что они имели пороки, негодные для кулинарных изделий. И поэтому они были утилизированы. Кровеносные сосуды по скорлупинной оболочке, например, не видно было пуги, это воздушный мешок, помогающий плоду дышать, скажем. И более рассмотреть не удалось пороков. Состояние слизистых оболочек. С куриными яйцами работать намного легче, они, по крайней мере, не двигаются, признаются конкурсанты. Ведь чем дальше, тем задание сложнее. Девушке предстоит продемонстрировать навыки клинического осмотра мелкого домашнего скота. Здесь нет понятия «не буду, я боюсь». Работа ветеринара заключается в том, чтобы оказать всю необходимую помощь животному. Осмотр животных начинает, конечно, с осмотра кожного покрова животных, то есть состояние, увлажненность кожного покрова. После этого смотрит состояние слизистых оболочек. Начинает, конечно, с слизистой оболочки глаз, конъюнктивы глаз, какие они должны быть в норме. Студенты они прошли, конечно, в лекционном материале, это было задано, какие должны быть в норме и при патологии. Если взять, например, у мелкорогатого скота, состояние склеры глаз у них должно быть светло-розового цвета. За время проведения соревнований и выполнения заданий ни одно животное не пострадало. Конкурс профессий в компетенции ветеринарии будет проходить в течение 3 дней. Конкурсанты, показавшие лучший результат, примут участие в отборочном турнире участников СКФО, который пройдет в Якутии. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24.